В эфире БСТ, передача «Интервью», в студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Итак, по статистике, каждый третий россиянин употребляет антидепрессанты для того, чтобы бороться с депрессией. Но что такое депрессия и помогают ли эти антидепрессанты? Об этом и не только нам расскажет гость нашей сегодняшней студии. Это Ленар Бакиров, доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Башкирского государственного медицинского университета. Ленар, здравствуйте. Добрый день, Тимур. Добрый день, уважаемые телезрители. Ага. Ну, давайте начнем, наверное, с определения депрессии. Вообще, что это такое, откуда оно пошло и как с ним бороться, собственно? Депрессия – это пограничное психическое расстройство. Что значит пограничное? Которое на грани может перейти в тяжелое психическое расстройство. Депрессия – проявление, что проще говоря, допустим, это сниженный фон настроения, нарушение аппетита, памяти, мышления, интеллекта, нарушение сна, в первую очередь. Если такие симптомы наблюдаются, как минимум 2 недели, нужно уже обратить внимание и обратиться к специалисту. Угу. А депрессия, она как? Она может появиться ни с того, ни с сего, после каких-то событий, которые произошли в жизни? Чаще всего депрессия, она проявляется, допустим, через некоторое время, бывает даже после стрессовых ситуаций. Угу. Организм, допустим, борется сначала со стрессовой ситуацией, человек отвлекается, работает, занимается своими делами, спортом и так далее, т.д. И в конце концов, когда это накапливается стрессовая ситуация друг на друга, так скажем, организм уже не выдерживает, и появляются именно депрессивные такие моменты, эпизоды, так скажем. Угу. В первую очередь, это нарушение сна. Угу. Когда идут тревожные мысли различные. Что такое депрессия? Депрессия – это и тревога. Где тревога, там и депрессия. Еще когда я был студентом, так скажем, нам наши профессора даже читали лекцию, то, что депрессия и тревога – это как сестра с братом. Они совместимы. А депрессия вообще присуща больше людям старшего поколения? Или с каждым годом она как-то молодеет, как и... К сожалению, с каждым годом депрессию мы выявляем все моложе и моложе. Сейчас бывает, обращаются и в 20 лет, и в 30. В 20 лет даже? И в 20, и в 30, и в 40 лет. Лена, вспомните себя в 20 лет. Вы вообще знали, что такое депрессия? Я просто, вспоминая себя, про такой термин-то слышал, но что такое депрессия и представить себе не мог. В свое время, я когда в детстве подростком был, я даже депрессию слова даже не мог понять, что это такое, и не слышал, так скажем, У нас были игры, школа и так далее. Не существовали, так скажем, эти гаджеты, грязь, то, что читает интернет, телеграм и так далее, так далее, так далее. Мы были заняты сутками. Это школа, потом игры, футбол и так далее. Мы были самозаняты, так скажем. А то есть возможно такое, что человек, не зная даже о признаках депрессии, начитался ее в интернете, сам себя к этому подвел, сам себе напридумывал, и появилась у него, так скажем, депрессия, да? Совершенно верно, Тимур. Часто обращаются такие пациенты, которые, когда ухудшается состояние, они лезут в интернет, читают различные статьи и, так скажем, навязывают себе мысли. Так это самовнушение получается? Самовнушение, абсолютно верно, самовнушение. И они смотрят и выставляют себе диагноз, панические атаки, депрессия, генерализованное тревожное расстройство, различные моменты. Мало того, что выставляют сами себе диагноз, так, наверное, еще и начинают как-то лечиться самостоятельно, да? Совершенно верно, да. Сейчас у нас множество рекламы, рекламируют различные препараты и так далее, там пишут при употреблении проконсультироваться именно с врачом-специалистом. Любой антидепрессант, настоящий антидепрессант, он выписывается только специалистом, или врачом-психиатром, или врачом-психотерапевтом, именно на рецептурном бланке. Остальные это биоактивные добавки, так скажем. А на вашем опыте были ли такие случаи, когда к вам приходил пациент, так скажем, и говорил, у меня депрессия, а на самом деле выявлялось, что на самом деле у него нету никакой депрессии, он сам себе внушил, а какое-то расстройство, возможно, у него, или просто не выспался человек? Что такое депрессия? Бывает такое, что пациент приходит и говорит: доктор, помогите, у меня депрессия. Мы начинаем выяснять. Различные у нас тесты, больше тревожности, или депрессии, есть ли плаксивость, нарушение сна, может быть, какие-то психосоматические расстройства. На фоне этого, допустим, давление, страдают сосуды головного мозга. На фоне этого постоянно скачки артериального давления, бессонница, и человек разбитый. На фоне этого усталость, апатия, работоспособность снижается, и человек внушает себе то, что у него началась депрессия. А это можно, допустим, лечить, гипертонию лечишь, основное заболевание.
и нет никакой депрессии. Как я уже сказал в начале передачи, каждый третий россиянин, это по статистике, употребляет антидепрессанты. А насколько они вообще помогают бороться с депрессией? Антидепрессанты, они очень хорошо помогают, если хорошо подобрать именно антидепрессанты. Это индивидуально. На консультации врач-психиатр, психотерапевт решает, какой антидепрессант, в каком количестве, сколько раз в день, какая дозировка и так далее. То есть двум разным людям, по сути, могут подойти два разных антидепрессанта, да? Да. Нет такой волшебной пилюли, которая раздается всем, и всем становится хорошо. Совершенно верно, да, это индивидуально. У каждого это индивидуально. Нужно смотреть и подбирать именно антидепрессант. Ленар, скажите, пожалуйста, какие-то внешние факторы могут стимулировать появлению или развитию депрессии? Ну, внешние факторы это какие? Ну, это стрессовая ситуация. В первую очередь стрессовая ситуация. К сожалению, ну, жизнь есть жизнь, да, это там смерть близких, там, ну, различные такие моменты огорчающие. Вот. У кого-то там с работы проблемы, да, у кого-то в семье проблемы. Это тоже приводит именно к депрессивным эпизодам. У кого-то есть с головой проблемы, кто часто замыкается в себе. Такое возможно? Тоже возможно, да. При депрессии вообще вот я всем рекомендую не замыкаться в себе. Это вот бывает там панические атаки проявляются. Нужно обязательно кому-нибудь, если появляются различные навязчивые мысли, да, чаще всего при депрессии начинают там под одеяло ложаться, сутками спят там и так далее, и так далее. Нужно наоборот выходить на улицу, общаться с родственниками, с друзьями, нужно отвлекаться, убирать эти мысли. Понятно. А общаться, причем лучше всего, наверное, вживую, а не в мессенджерах. Да? Вживую, абсолютно верно, только вживую. Скажите, а вот осень как-то провоцирует депрессию? Есть ли какие-то? Осень и весна, совершенно верно. Да? Это здесь элементарно можно как сказать, то, что вот организм адаптируется. Допустим, лето, да? Чаще всего многие в отпусках. Уезжают там на море, развлекаются. Но все равно и летом погода, наверное, да? Да, и погода, солнечный, витамин D, в первую очередь, да, полезный. Как антидепрессант, то же самое. Вот. И наступают холода. Организм начинает адаптироваться. Ему не нравится то, что уже холодно, солнышка нет. Вот. И начинается именно депрессия. Иммунитет понижается при депрессии, сразу же говорю, почему заболевание увеличивается. Да? При депрессии сразу же понижается иммунитет человека. Я слышал, что рыбалка помогает, охота, тихая охота, там даже, да, вот за грибами люди ходят. Это реально есть такое? Это научно доказано или вот как? Совершенно верно. Это научно доказано, то, что вот, я уже повторяюсь, когда я был еще студентом, профессора нам читали лекцию, 1 час на свежем воздухе, не сидеть, не стоять, а именно спокойным шагом, не 10 тысяч шагов, не скандинавскими палками, заменяет 1 таблетку антидепрессанта. Ничего себе. Это научно доказано. А если, тем более, вы еще занимаетесь там рыбалкой, там, грибами, это только идет на пользу. Идет на пользу, конечно. А профилактические меры какие-то существуют? Профилактические методы именно это в первую очередь сон. Работа и сон. Человек должен спать, засыпать уже в 11 часов. Почему? Вот с 11 часов до 5 утра у нас идет выработка мелатонина. Мелатонин – это гормон сна, который необходим именно организму в течение дня, чтобы он был, ну, работоспособный, так скажем, да? Но, к сожалению, многие из нас, кто на работе, да, там задерживается, кто там в гаджетах потом, кто-то говорит, там, я телевизор посмотрю, вот под телевизор засыпаю. Это неправильно. Человек может заснуть, допустим, в час, в 2, в 3 часа ночи, он проснется в 12 в час, выработка мелатонина у него уже нарушена. И у него весь день уже сломлен, просто-напросто. Спать нужно вот с 11 до 5 утра, во время выработки мелатонина. Если даже ты спать не можешь, ну, нужно в полной темноте, в тишине закрыть глаза, если даже ты не можешь заснуть. Как в армии, в общем. Теперь я понимаю, почему там отбой был в 10, а подъем в 6 утра. Вот, совершенно верно. Ага. А насколько, по вашему мнению, эффективно занятие спортом, фитнесом, йогой, возможно, даже? Я всем рекомендую. Это только отвлекается. Это адреналин, так скажем, да, выработка адреналина, дофамина, то же самое, серотонина. Отвлекаешься. При депрессии же также появляется раздражительность. Вот. И всю раздражительность можно в спортзале, допустим, оставить. Это очень помогает. И опять-таки не замыкаться в себе, не держать это все в себе, да? Совершенно верно. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, а вообще депрессию насколько тяжело вылечить? И есть ли у нее какая-то хроническая, возможно, депрессия? Как я уже вначале сказал, депрессия – это пограничное психическое расстройство. Значит, от слова «грань».
Если человек пытается самостоятельно, да, вот у нас сейчас боятся обращаться к психиатрам, психотерапевтам, якобы поставят на учет и так далее, так далее. Нет, нужно обращаться. Если ты уже не справляешься, специалист тебе поможет. Но если ты занимаешься самолечением, пытаешься как-то, да, это перейдет уже в хроническую стадию, хронической депрессии, и организм уже адаптируется. Он уже привыкает и говорит, ну ладно, нет настроения у меня, нет настроения, ничего страшного, я уже такой, меня уже не переделать. Вот. И некоторые не обращаются просто к специалистам. И друзья, там, родственники говорят, там, ты что, там, тебя подсядут там, на антидепрессанты и так далее. Что такое антидепрессант? Это просто вспомогательный эффект выработки серотонина, дофамин. То есть, по как сути, витаминки. ничего Да. плохого в этом Ничего нет. плохого абсолютно. И Я, бывает, зависимости. беременным, кормящим назначаю. Проблем нет никаких. Я же говорю, у нас 1000 антидепрессантов, нужно индивидуально просто подбирать такие препараты. А вот скажите, пожалуйста, а вот от рациона питания наверняка тоже это зависит? Надо Совершенно. что вот больше употреблять в пищу? Совершенно верно. Ну, понятное дело, что больше полезной пищи, но может есть какой-то определенный список продуктов? Ну, вот я, допустим, вот каждому своему пациенту говорю, во время завтрака, кто-то кофе пьет, да, кто-то чай пьет, да, во время завтрака хотя бы маленький кусочек шоколада. Что такое шоколад? Это тот же самый естественный серотонин, гормон радости. Маленький кусочек шоколада, это уже как таблеточка идет в выработке. Ну и совершенно там, как можно просто сказать, фрукты, овощи, здоровая пища. Все. Но ни в коем случае, наверное, не стоит злоупотреблять с алкогольными, запрещенными и так Алкоголь. далее. Что такое алкоголь? Алкоголь это в 1000-кратном размере тот же самый антидепрессант, да? Алкоголь. Почему человек начинает употреблять алкоголь, когда ему плохо, он не может заснуть и так далее, он начинает употреблять алкоголь. Первый день ему хорошо, он заснул, весело заснул и так далее. А на следующий день похмелье. Что такое похмелье? Это синдром отмены, абстинентный синдром. Это то же самое, когда вот таблетки, антидепрессанты принимаешь, и резко их перестаешь принимать. И организм уже просит, мне вчера было хорошо, давай продолжим. И человек продолжает употреблять алкоголь. Ну, сами понимаете, алкоголь это яд, он разрушает постепенно организм. Ага, Ленар, у нас, к сожалению, время эфирно ограничено, но вот последний вопрос, не только вопрос, вернее, а даже совет нашим телезрителям, что делать, чтобы не получить себе депрессию, не заработать себе депрессию. В первую очередь, уже повторяюсь, это сон. С 11 часов до 5, до 6 утра человек должен спать. 1 час на свежем воздухе. И погода сейчас позволяет, да, вот солнечно, хорошо и так далее. Вот я не заставляю там под дождем заставлять себя там идти гулять и так далее. Да? Вот доктор сказал, все, нужно гулять. Нет. Ну и избегать стрессовых ситуаций. Это, конечно, легко сказать, избегать стрессовых ситуаций. Стресс, он везде, рядом, так скажем, присутствует, да? Ну, как-то вот хотя бы такие моменты. Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях был Ленар Бакиров, это доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Башкирского государственного медицинского университета. Я же с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.